Вот Бибичка, Абычба, моя младшая дочка, Омар, Давидик. Отец троих детей Эминабиджба родился 12 августа 1978 года в турецком городе Йозгат. Потомок абхазских махаджиров с детства слышал о трагедии, которую пережил его народ, и о далекой исторической родине. О том, какая она Абхазия, он мог представлять только по рассказам старших. Воочию страну Эминабиджба увидел лишь в 16 лет, когда отец и мать решили вернуться на историческую родину. Тогда, в далеком 1994 году, жизнь в послевоенной Абхазии была сложной. Сначала семья Абиджба жила в селе Пшап в Восточной Абхазии, затем переехала в Сухум. Жизнь на родине складывалась сложно, вспоминает потомок махаджиров. Через некоторое время было принято решение вернуться обратно в Турцию. Но Эминабиджба не согласился и остался жить в Абхазии. Чтобы прокормить себя, работать пришлось много, вспоминает отец семейства. Первые годы я работал, фабрика пепси-кола у нас был, в Пшапе. 67 рублей получал в месяц. Очень хорошо помню, один мешок мука покупали тогда. Вот так и начали. Когда родители уехали, у нас есть старшие братья, которые здесь воевали, из Турции тоже. Ну, благодаря их, можно сказать, когда они нас поддержали, себе приняли, не дали нам какую-то ошибку пропустить, как свою родную прочитали, сказали, как люди здесь время войны погибли, за что они сюда приехали, как наш народ. Правильно нам объяснили. И они тоже, мы тоже начали так жить. Вот так они всегда поддержку давали нам. И потом начали одно из Турции кто-то место открыл, с ним работал. Потом сам уже что-то, чем-то занимался, стройкой занимался. Иногда товар возил, продавал, как-то. Постоянно чем-то занимаемся, не стоим. Посмотрим, это не получится, на другой направляемся, потому что надо жить. В 20 лет Эминабиджба женился. По старинным кавказским традициям, украв свою супругу Русудан. За 18 лет брака у них родилось 3 детей. Сыновья Умар и Давид и дочь Рабия. В планах старшего Умара поступление в Абхаз-госуниверситет. 2 младших еще школьники, но планы на будущее уже есть. На рисование пойти художником. Чтобы обеспечить семью всем необходимым, Эминабиджба 8 лет назад открыл цех Неру по изготовлению мебели. 7 квалифицированных мастеров изготавливают мебель на любой вкус и цвет в разной ценовой политике, при этом, отмечает Эминабиджба, не забывая и о качестве изготовляемой продукции. Кухни, прихожие, спальни, столы, стулья и диваны готовятся по индивидуальному заказу покупателя и в любом количестве. Вот вещи, вот здесь ящики. Все сделано из ДСП-то. Можно сказать, такую спальню можно купить около 30 тысяч. Комод, там, кровать, шкаф. Мебель, что касается, все могу делать. Но здесь некому продать, если честно сказать. Потому что люди, возможно, сейчас такого не имеют. Это мебель уже последний план как-то получается. Спальню у нас можно купить за 20 тысяч тоже, можно купить за 100 тысяч тоже. Все зависит от клиента, смотри, что хотят. Но каждому мы можем что-то делать. В этом магазине при цехе уже представлены результаты работы мастеров. Собранные комплекты мебели можно не только внимательно рассмотреть, но и приобрести на месте. Вот, например, из МДФ сделана кухня. Вот у нас начинается от 18 тысяч погонных метров. Это означает метр вниз, метр наверх. Вот готово. Уже можем по заказу. Кто как желает. Мебельный бизнес в Абхазии, по словам Эминабиджба, переживает нелегкие времена. Но сотрудники предприятия по-прежнему работают качественно и добросовестно, что и позволяет мебельному цеху держаться, как говорится, на плаву. Пытаюсь работать, что-то добивать, свою семью покормлю. Я не знаю, там мои подчиненные есть, их семьи есть, друзья есть, братья есть. Но питаемся постоянно. Стоять нельзя, вот это знаю. Постоянно надо работать. И жаловаться тоже ничего не даст. После напряженного рабочего дня Эминабиджба спешит домой к семье. Неизвестно, как сложилась бы судьба абхазского махаджира, если бы он не вернулся на родину. Сегодня более полумиллиона потомков этнических абхазов живут в Турции, Иордании, Египте, Сирии и других странах. По мнению Эминабиджба, им, несмотря на трудности, необходимо возвращаться на историческую родину и воспитывать детей в Абхазии. Что я могу сказать, что они не боялись. Понимаете? Раз я приехал сам, 16 здесь остался,
Разве такое еще время, если мы выжили и сами себя поставим, слава Богу, за следующий день, дом имеем, семью имеем, я не знаю, все имеем. Человеке что хватает, все имеем. Любовь родину тоже имеем. Пускай переезжают. Просто так, если даже переезжают, пускай сразу не убежит. Здесь проблемы, да, везде проблемы. Сейчас кто-то что-то украл, я обиделся, ушел, не получается. Кто-то что-то случилось, обиделся, ушел, не получается. Я хочу, чтобы они вернулись конкретно. И надо бороться с этим, потому что нас мало. В Турции живет, в Сирии живут, я не знаю, в России живут. Нам они здесь нужны. Хочу, чтобы они туда вернулись, возвращали свою родину и жили. Люди, как я говорю, люди погибли за них, за эту родину. Надо поддерживать. Просто издалека любить не получается тоже. Надо каждый должен что-то поставить. Мой отец дал своего сына, меня дал один сюда. Другой кого-то даст, другой кого-то даст. Как надо расширяться. Один пришел, уже нас, видите, 3 дети, уже 5 человек. 1000 человек придет, 5000 человек будем. Вот так и надо расширяться. По-другому никак. Семья Абиджиба I, о которой телеканал Абаза ТВ рассказал вам в рамках проекта, посвященного жизни абхазов, вернувшихся на историческую родину. Еженедельно мы будем знакомить вас с новыми героями и историями их репатриации в Абхазию. Анастасия Никонова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.